Статус лучших в республике сегодня оспаривают 14 команд. Эти ребята уже давно знают друг друга. Футбол в Ингушетии проходит круглогодично. Первыми сегодня играют коллективы из Кантышева и Троицкая. Матч обещает быть жарким, ведь они главные фавориты Кубка. По регламенту в каждой команде по 8 человек. Поле также уменьшено практически до мини-футбольного. Благодаря этому ребята показывают именно футбольное мастерство. Верховую борьбу и скоростные атаки команды заменяют контролем, мелким пасом и, конечно же, доминированием на каждом участке поля. В пылу борьбы время летит незаметно. Казалось бы, свисток был дан совсем недавно, а игра уже подходит к концу. С минимальным счетом Арсенал Кантышева обыграл своего оппонента. Впереди у Арсенала еще матчи. Несмотря на жесткую и бескомпромиссную борьбу в матче, для игроков самым сложным фактором является все же погода. Играть сегодня достаточно тяжело, потому что температура, по-моему, уже 35 и искусственный газон. Это сказывается на нашей игре. Был бы нормальный газон, ну не нормальный, а натуральный. Играть бы еще лучше. Следующая, не менее интересная пара – Леон Базоркино. Парни в этих командах довольно рослые и физически сильные, поэтому матч ожидается жарким. Судья в таких встречах должен быть особенно внимательным, ведь из-за размера поля борьба за мяч происходит в несколько раз чаще. Игры очень равные, команды все равные. Ребята очень хорошо стараются. Конечно, есть спорные моменты, как судье тяжело бывает иногда принять в какую-то команду пользу момент, но все равно надо как-то разбираться с этим. Обменявшись голами в первом тайме, во втором команды немного снизили темп. По-другому никак, ведь в случае прохода следующая игра стартует через 5 минут. Завершившись в ничью, по правилам Кубка предстоит серия пенальти. А здесь уже нет лучших или худших. Как принято в футболе, удар с точки – это лотерея. Леон вышел в полуфинал, где ему предстоит бороться с не менее сильными соперниками. Организаторы сделали все, чтобы желанные награды и титулы достались командам только в упорной борьбе. Могу сказать, что команды у нас неплохие получились. Так же, как и ожидалось, есть приезжие команды, есть местные команды. Игры продвигаются, почти дошли до полуфинала. Всем удачи, как говорится. Победители получат медали и грамоты, но самое главное – титул сильнейшей любительской команды республики. Идрис Ижиев, Магомед Даскиев, Новости 24.